В эфире «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутске проходит чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Это отборочный к чемпионату России зональный турнир. С каждым годом популярность этого вида спорта у нас в Якутии растет. Об этом свидетельствуют многочисленные спортивные соревнования, в том числе и международного уровня. Как он развивается в стране, кому стоит заниматься боксом и в чем его преимущество, мы спросим у нашего гостя. Это Рахим Чахкиев, боксер, профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Рахим Русланович, здравствуйте. Здравствуйте. Как-то из одной ваших бесед вы упомянули, что Якутск для вас – это счастливый город. Расскажите, пожалуйста, почему? Все очень просто. В былые годы, еще в моей, можно сказать, молодости, мы принимали участие в чемпионате России, который проходил как раз таки в городе Якутск. Это был 2007 год. Я очень серьезно был настроен на этот чемпионат, я очень серьезно готовился к нему, провел несколько отборов подготовительных, и прилетели сюда за неделю, чтобы немножко акклиматизироваться. И я помню, провел 4 боя. Все ребята с разных регионов нашей страны тоже хотели стать чемпионом России. Видимо, мое желание, мое стремление было выше. И вот я 4 боя провел и стал чемпионом России по боксу. Это был такой мощный старт, который дал мне возможность принимать участие уже в чемпионате мира по боксу, где я стал финалистом и фактически попал на Олимпийские игры, которые должны были пройти в 2008 году, как мы все помним, если мы следим за спортом, в Китае, в Пекине. Эта летняя Олимпиада проходила. И вот я успешно выступил на этой Олимпиаде, добился, наверное, главного звания, которого стремится каждый спортсмен, да, стать олимпийским чемпионом. Судьба была на моей стороне, веление высших сил. Но Якутск все-таки отложил положительное впечатление на вас и повлиял на спортивную карьеру отчасти. Конечно, очень теплые воспоминания. Для меня Якутск, если вот человек брать, это для меня идол спорта, бокса, это как Гоша Балакшин. Я Якутск ассоциирую с Гошей. Первым человеком, который я ассоциирую, это Гоша Балакшин. Конечно же, много есть героев в Якутии, много есть замечательных людей, которые восславляли этот край, эту землю. Это Амосов, великий человек, которому уже традиционно вы отмечаете. Сейчас я в подарок получил такую книгу юбилейную, 125 лет, да, уже. Это был по тем временам, в тяжелые времена, революционные времена, в 25 лет, в молодые годы, они, можно сказать, создавали государственность эту местную, да, якутскую государственность, определенный суверенитет, да, этой земли, да, придавали. И вели политику по тем временам. Самые молодые люди, вели уже политику. Вы, кстати, побывали на родине Амосова, в Намском районе, побывали на Исехе. Как вам праздник? У вас была насыщенная программа. Расскажите о ваших впечатлениях. Удивительно, удивительно. Всего 2 дня мне дается побыть в Якутске, Вчера мы, да, действительно ездили в село Намцы. Я впервые был на таком празднестве, фактически, как это по-русски, если сказать, это как встреча лета, да, праздник встречи лета, Исах. Для меня, я больше проникся культурой местного населения, их бытом, попробовал национальную кухню вашу, поучаствовал, поприсутствовал в спортивных состязаниях борьбы, да, местных ребят. Были вечерние конные скачки. Это тоже такое интересное мероприятие и очень захватывающее действие. Здорово. Да. Давайте все-таки перейдем тогда к боксу. Расскажите, как развивается этот вид спорта у нас в стране? Надо сказать, что очень успешно и динамично развивается, потому что у нас очень серьезно взялись за этот вид спорта в последние годы. Новый руководитель Федерации бокса России, человек, который всем сердцем любит бокс, поддерживает его, много тратит сил и финансов и усилий для того, чтобы спорт поднять. Это Умар Назарович Кремлев,
В свое время он был руководителем Федерации бокса России, сейчас он уже на мировом уровне представляет бокс, в олимпийский бокс. И, конечно же, мы возлагаем большие надежды на будущие Олимпийские игры. Хочется, чтобы ситуация в стране и в мире в целом шла, как говорится, сближала народы, сближала спорт, не возникали определенные конфликты, связанные с событиями, которые омрачают нашу политику и спорт, и все в целом, да, социальную сферу. Вот. Хочется, чтобы спортсмены были далеки от политики в этом плане, и им была открыта дорога участвовать на международных турнирах, участвовать на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, чемпионатах различных континентов. Да? Вот. И у нас сейчас яркая возможность и перспектива для этого есть. У нас в республике тоже очень любят и уважают этот вид спорта. Вы знакомы уже с именитыми нашими боксерами, с молодыми спортсменами. Как вы оцениваете уровень мастерства якутских боксеров? Ну, у вас есть яркие примеры, тот же Гоша Балашин, другие ребята. Вот, есть имена, которые покоряли олимпийский ринг. И вот на этих примерах надо же, конечно же, смотреть, подражать и двигаться к своей цели. Вчера мастер-класс мы в стиле Намцы провели, тоже ребята были интересные, любознательные, задавали вопросы, но двигаться нужно каждый день, узнавать что-то новое в этом виде спорта. Я им объясняю, что бокс — это целая наука. Там действительно я 20 лет после этому виду спорта отдал, достиг олимпийский весов, стал чемпионом мира по профессионалам по версии IBO. Это тоже такой, можно сказать, я их немножко различаю, эти виды спорта, олимпийский бокс и профессиональный бокс. Но это работа, которую нужно делать, если ты хочешь быть лучшим в мире. Ее делать надо, жить этим нужно каждый день просыпаться и думать только об этом. И тогда только ты сможешь добиться своей цели. Вот. Рахим Русланович, а что сейчас для вас главное? Какие цели вы для себя ставите? Ну, я уже человек довольно взрослый, уже скоро 40 мне будет. Вот, и поэтому на данном жизненном этапе я уже в 33 года, я завершил карьеру, в полные 33 года, провел последний профессиональный бой. Ну, конечно же, семья. Для меня сейчас большая ценность — это семья моя. Я многодетный папа. Вот, у меня 3 сына растут, 3 богатыря, да, можно сказать. Дочка, лапочка, дочка. Вот, и для меня это вот новое счастье, для меня это осознание того, что надо молодым людям дать дорогу в жизнь, воспитать правильно, какие-то моральные, нравственные ценности привить людям, чтобы в этой жизни не потеряться, в этой жизни не сломаться, в этой жизни не свернуть со своего пути и с малых лет понимать, в чем твой талант, и идти по направлению к своей цели. А что, кстати, можете посоветовать молодым начинающим спортсменам? В любом случае всем спортсменам, не только мальчикам, но и девочкам, я советую заниматься спортом, быть в спорте, быть в здоровом образе жизни. Если вы занимаетесь здоровым образом жизни, то, естественно, поступки ваши моральные устои, ценности, восприятие жизни, оно складывается динамично, в положительном ключе, в положительной динамике. И поэтому очень важно быть активным, социально активным и физически активным человеком. Это очень важно, и это нужно понимать. Это нужно прививать молодому поколению. Ну, бокс, я выбрал бокс, не потому что я, может быть, люблю этот бокс, люблю этот вид спорта. Просто то место, где я жил, он не предоставило мне другого выбора. Вот. У меня был рядом хороший тренер, хороший педагог, который мне привил любовь к этому виду спорта. Я понимал его ценность, я понимал, что это мне даст. Я понимал, что я буду много путешествовать, много узнавать. Я объездил мир тоже, во многих странах побывал. Я познакомился с известными людьми, я общался с этими людьми. Мы всех можем видеть по телевизору. И они такие же люди, как мы все. Просто каждый человек в чем-то должен быть талант. Каждый человек талантлив, я всегда говорю, даже на мастер-классах. Каждый из вас талантливый человек, но вы должны находить себя, искать, стремиться, наступать на грабли на свои. Вот. Ну и вот
жить с какой-то целью в жизни, какой-то след оставить на этой земле. Потому что век наш не человеческий век короткий, и поэтому важно оставлять добрый след. Вот я вчера читал книгу про Амосова, про вашего, можно сказать, героя якутского народа, героя становления государственности Якутии. И интересно, тяжелый путь, но интересный путь, динамичный путь, даже по тем временам, когда, казалось бы, ничего не было, на голой земле создавалась государственность ваша. И поэтому вот очень важно вот тоже знать историю становления земли Якутии. Это все верно, Да. все верно. Это очень важно. Но, Рахим Русланович, в конце нашей беседы не могу не спросить. Мы знаем, что вы пишете стихи. Расскажите, что? пожалуйста, К давно ли... сожалению, я еще не написал. Что-то хотел написать про Якутию, про то, что я здесь увидел. Было просто мало времени, на самом деле. Ну, это просто пришло ко мне, наверное, после 35 лет. Это просто как вдохновение. Вот ты о чем-то думаешь, и хочется это уложить еще какую-то в рифму, да? И вот если пришло вдохновение, то ты пишешь. Потому что не писать, это уже как бы, это преступление, как кто-то сказал. Если ты хочешь что-то писать и оставить на бумаге, и это если ты не закрепляешь на бумаге, не закрепляешь в своих заметках, то ты совершаешь преступление. Спасибо большое, Рахим Русланович. Спасибо Желаем вам побольше вдохновения, чтобы стихи на бумаге рождались вновь и вновь, и о Якутии появился очередной стих. Ну и также в спорте тоже вам достижения Спасибо большое. цели. Благодарю Удачи. вас. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что у нас в гостях был Рахим Чехкиев, боксер, профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Всего доброго.